Так, ну что, Эстосадок на связи. Идем в Роза-Хутор пешком. Пеший маршрут из Эстосадка в Роза-Хутор. Вот такой вид. Нам надо перейти на ту сторону. Так, ну тут по температуре, да, чуть теплее, конечно. Где-то плюс 3, где-то плюс 4. Сейчас именно где-то так. Снега нет. Так, пошли, быстро. 15, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Все. Перешли на ту сторону. И теперь идем до Газпром Поляны сначала, а потом и до Роза-Хутор. Иди работай, что-то там рассказывает барышня другой барышне. Ты меня не свозил в Красную Поляну. Денег нет. Иди работай. Типа такого, наверное, расклада. В итоге я поехала одна с подругой. Что, взять самокат и помчать на самокате? Не хочу на самокате. Полезнее пешком, чем на самокате. Дышать горным воздухом. Зашел только что в кафе кондитерское семейное, как-то антресоль как-то. Это взял там всяких разных пирожен домой. Буду дома устраивать чаепитие, кофепитие, чаепитие. Вечерний Эстосадок. Вечер какого-то там у нас. Какое у нас там число сегодня? 26-е. Вечер 26 января. А по нашему морскому это вечер 26 июля.
июля, да, сейчас у нас июль на море, а февраль это у нас на море август. Ну, я сравниваю по этому, по сезону. Сезон на море и сезон здесь, в горах. Проявили себя вы неоднократно здесь, в горах. Вы катались лучше всех. Снега, апарт-отель Снега. 4 звезды с бассейном. Спа, бассейн там. 2024, 20... Ой, 2014 и 2024. 10 лет. 10 лет. Олимпиада. Так, на 18:10 я не успею на Ласточку уехать. Успеем на 19:35 или 34 там. О, горы видно. Все-таки горы видно. Еще не такие уж прям в тумане. Интересно. Там туда смотришь, сюда сплошной туман, а отсюда смотришь, шапки он видно, гор. Интересно, девки пляшут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Правая часть для велосипедистов, самокатчиков. Сейчас что-нибудь придумал. Но надо на ту сторону. Можно придумать. На ту сторону надо пацанам. Любимое место. Хинкал-мангал. Второй этаж. Рулит. Вот тут тоже перекладывают плиточку. Тоже ремонты. А может какая-то потрескалась уже. И менять надо бы. Кто его знает. Так, ну это у нас получится минут 45 будем мы идти пешком, не спеша. Он на велике помчал товарищ. Эй, молодой человек. Молодой человек. Этот не знает, куда ему заехать, стать.
Вечер, вечерок. Да, видно он горы. Я думал, не будет видно сейчас. А оно видно все. Что-то тут светофор перестал работать. Поломали. Сейчас перейдем на ту сторону. Вот какую сумку тащит. Лыжи в чехле. Но думаю, он не идет в Розу хутор с такой сумкой. Наверное, в Газпром идет. А там, кто его знает, может и в Розу идет. Чтоб не платить деньги за такси. Рублей, наверное, 500. Это с этими, с лыжами. Это может в обычную легковую не поместиться аж в багажник по длине. Смотря какая легковая. Ну, с багажом, да, по-любому рублей 500. Здесь по месту, я думаю, где-то так. С Эстосадка даже вот в Газпром, наверное, рублей 500. У нас багаж тоже вот есть. Тортики, пирожные. Но у нас-то она легкая. Пакетик легкий. А у него там чемодан такой. Ну, не чемодан. Сумка такая с лыжами. Весит там, я думаю, нормально. Килограмма, наверное, 3-4. Он аж так идет, несет, ее видно, что тяжело ему нести. Ой, как хорошо здесь гулять. Просто гулять, просто идешь себе, отдыхаешь. Дышишь воздухом, любуешься этими видами, хоть и днем, хоть и утром, хоть и вечером, по-разному. Красиво любое время. Днем по-своему все видно, все, а вечером по-своему. Огоньки все эти подсвечиваются, эти лыжные террасы, пики гор так видно, ночные. А вон это видно на 1440 подъем с Газпрома. Газпром поляна. Газпром поляна. Да, тут снег уже растаял прям везде. Ну, только вон там чуть-чуть есть. А здесь по этой стороне растаяло все. Хорошо, тихо, ветра нету. Да здесь вообще, вот сколько я уже здесь, второй
месяц ветра нету вообще. Все закрывают горы. Если там в Адлере, в Сочи ветра есть, причем часто так заметил зимой. Там прям ощущаются эти ветра, особенно ближе к морю. То здесь наоборот, здесь тихо, спокойно, ветров практически нету, а все из-за того, что да, кругом одни горы. Горы, все закрывают. Поэтому здесь пешие прогулки вообще в кайф. Я один раз, когда вот на велосипеде приезжал осенью, я пытался подняться на водопад, не на Поликаря, а как же что называется этот водопад? Короче, в самой Красной Поляне, там где отель Беларусь, и выше улица. По ней едешь, правее там поднимаешься еще, там пятиэтажные дома. И, короче, сразу начинается лес. И вот в лес этот попадаешь, и потом через этот лес едешь дальше, или пешком идешь, и, короче, вверх. Надо, короче, идти. И там водопад, как же называется, блин, название не помню вообще. И вот я решил попасть на велосипеде. Вот. Ну, сколько-то там проехал я, подъемы там, заезжал везде. А потом я доехал до такого места, где подъем именно вообще там просто нереальный. И я, короче, был в теплющей, ну, было так прохладно, я был в теплющей куртке, шлем еще с собой взял такой большой. Вот. И, короче, подъем там такой был нереальный. И я, короче, карабкался, и все, потом встал и думаю, ну его нафиг, этот подъем, этот водопад. И, короче, я не поднялся. Вот. И я, короче, на тот водопад так и не попал. Забыл, как он называется. Вот мы дошли до Газпром Поляны. Костерчик не распаленный. Ничего не готовят. Газпром Поляна. Газпром Поляна на связи. А нет, говорил, что не распаленный костерчик, а распаленный дымок, он идет, здесь уже лучше видно и слышно, и видно дымок. Газпром Поляна, вечер 26 января. Скала. Кафе «Скала». Так я и ни разу здесь не был.
скале. В скале. Ни разу не был. Снег тает. Потихоньку, не спеша. А ты что тут стоишь сам? Одинокий бродяга. Что-то они, ну, кто ехал. Вот тут надо было ставить их. Его, чьих. Вот тоже поставили прям сбоку на проходе. Вот же стоят все. Чуть-чуть проедьте. Поставьте, блин. Нет, ставят где попало. Вот такой вид. И вечером там катаются ж. Ну а чё, свет есть, освещение есть. Еще бы не кататься. По-моему, последний спуск с 1460 на 960. Что-то там в районе, по-моему, 8-9 вечера, что ли. Ну а кафешки закрываются там вверху на 1460, которые закрываются в 5 часов. Они не сидят там до 9-10. Рабочий день до 5. Люди уже, кто вечером покатался, наверное, в эстосадке где-то там сидят, ужинают. Или, может, даже в отеле ужинают. В гостинице, в отеле, смотря есть ли кафе, ресторан при гостинице или нет. Ну, в основном, если гостиница там 3-4 звезды, то в основном есть кафе или ресторан, или там кофейня. Но если кофейня, то особо там ты не поешь, только так перекусишь, там кофе, чай, сок, десерт. А после катания надо так покушать хорошо, потому что там напрягаются все мышцы, руки, ноги, спина, ну все там напрягается. Там потом ты просто уже в конце дня уже никакой, уже надо отдых, хорошо покушать, потом отдых, а потом в бассейн, там в спа можно, на расслабоне, на чили. Мне понравился этот спа-комплекс в отеле Беларусь. Один бассейн с джакузи, потом второй бассейн, прям шикардосно там. Но один бассейн, который в 4-м корпусе, он, конечно, прохладнее по температуре, чем который во 2-м корпусе. В 4-м корпусе, по-моему, 28 температура. Но что-то он так аж прохладненький. Ну, наверное, да, просто так мне что-то показалось. 28 градусов, а который во 2-м корпусе, там температура, я не знаю сколько, но он прям такой, прям как в джакузи температура. Где-то под 40, что ли. Или
36-38, где-то так. Ну, классно там. Вечером находился и потом в бассейне, бах, выпал. Плаваешь себе так не спеша на расслабоне. Ну, там у них и массаж есть, и баня там, и несколько видов бань. Но я в бани никакие не ходил. Я чисто так в бассейне, в том отдыхал. Плавал, отдыхал. Вот мы и дошли до набережной Розы Хутор. Ну, уже на самой мы набережной. Идем здесь вот по набережной. Хорошо. Правда, что-то так уже ноги подустали. Этот что стоит до сих пор здесь? Походу он здесь надолго. Ну, мне кажется, здесь такое место не совсем удобное. Многие доходят, ну, кто пешком идут, многие, наоборот, доходят до Розы и там пьют кофе, там чай, напитки. Ну, может так, если прям уже захотелось, то можно и здесь взять, выпить, если уж прям не втерпешь, то можно и здесь, да, взять чего-нибудь попить. Но мы идем в Роза Хутор, там будем пить кофе. Кофе-мофе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, а что вот это вот подсвечено? Какая-то та ж лыжная трасса, насколько я понимаю. Ну да, лыжная. И что тут такое? Роза, там она. Что-то я не пойму. Или это Роза. Так, сейчас. Это там Краснополяна 960, поворот туда. Мы его уже прошли. Ну там, где машинами можно подниматься. А здесь... вот это ж, наверное, да, здесь поворот чуть дальше, там подниматься машиной. И тут же уже идет, наверное, и лыжная какая-то трасса. Просто не пойму я все равно, что это за трасса такая лыжная. С откуда-то они спускаются? С 1100 сюда вниз, что ли? Непонятно. Мне пока непонятно. Вон Красная Поляна 960. Интересно. Да, вот это тот, я не знаю, что это за лыжная трасса или не лыжная. Да не, ну если столько этих прям столбиков стоит, все подсвечено так ярко, то по-любому лыжная. Да, по-любому. Вот ЖД, вокзал Роза Хутор мы проходим. И вот же ж, да, скорее всего, лыжная трасса Розы Хутор. Получается, с 1100 можно спуститься сюда, что ли, вниз самый. Интересно. С 1100 на 540, да?
А подниматься потом как? В кабинку опять садиться, да, здесь внизу и подниматься, что ли? Так, а как там не переходит дорога, что ли? Непонятно мне. Пока я не знаю ответа. Фух. Ой. Кабинка спускается с Газпром Пихтовой 1660 метров. Попить здесь, что ли? Кофейка. Вот тут можно выпасть. А ну-ка, какой вид здесь. Да, я ни разу здесь не пил. Можно и выпить здесь. Роза Хутор на связи. Вечерок. Казино. Дошли до казино. Казино. Что ты сигналишь? Что-то он тормозит на Мерсе. Вечер. Тихо, так спокойно. Ветра нет. Шикардосно вообще. Интересно, что там погода в Адлере? Идет дождь или нет? Передавали на вечер. Посмотрим, проедем. Сначала надо доехать, а то сейчас еще автобуса не будет на ЖД вокзал, придется ехать на Максиме. Максим. Такси. Да, один раз было у меня такое, прошел, а автобус не приехал. А время уже было, и я как бы не успевал на
Ласточку пришлось ждать аж до 9:30. Я думаю, ну нафиг, 2 часа торчать здесь. Что я буду здесь делать? Тем более уже устал, находился. Думаю, ну нафиг. Вызвал такси Максим и уехал. Так бы целых 2 часа тут торчал бы. Приехал бы аж домой в 10. А так я уже был тут дома во сколько? Ну да, на сколько? На 2 часа. В 10, в 8 часов как я был уже дома. А так, конечно, торчать, блин. Елочки в горшках. Елочки в горшках. Перекресток. Продуктовый магазин сделали. Удобно. Кто здесь живет в отелях, раз пришел, скупился, что там надо, и все. Перекресток в горах. И собачка. Ну и в Эстосадке тоже есть перекресток свой. Перекресток. Магнитных пятерочек нету здесь. Здесь только перекрестки в Красной Поляне. А, кстати, может, в Красной Поляне есть магнит или пятерочка. Но в Эстосадке и в Розе хутор нету. Только перекресток. Причем в Эстосадке 2 перекрестка в торговом центре и там по правой стороне недалеко от апарт-отеля Снега. Вот. Нам надо сейчас успеть дойти. Время тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Домики стоят еще. Новогодние домики. Так, что тут скользко будет или нет? Red Fox. Red Bull. Не Red Fox. Red Bull соревнования всякие проводят. На мотоциклах, на велосипедах. Потом еще там на каких-то там видов. Тут эти тоже еще стоят. Деды Морозы. Деды Морозы еще стоят. Наверное, елочку уже убрали. А то я тут на этом был в кафе в Красной Поляне 960. Там еще в одном кафе елочка внутри стоит, мигает вся.
как бы уже праздники закончились. 26 число, уже пора бы убрать елку. Так, тут елки просто вон стоят и все. Пожалуйста. Елок полно, без всяких украшений. Гулливер, Гулливер, ты наш Гулливер. Вот там идет банда. С этого, с канатной дороги все, что ли, спустились. Или, может быть, с отеля с какого-то вышли вечером на прогулочку. Все может быть. Golden Trip Tulip. Так, елки еще не видно. Брали ее или нет. Сейчас посмотрим. Брали или нет елку. Думаю, что убрали. А, сегодня ж пятница. Выходной день. Последний. Ну, в смысле, последний рабочий день и выходные. Может быть, поприезжали с Адлера, с Сочи. Не, стоит елка, ничего себе. Вот это да. Стоит до сих пор. Ну, может быть, типа потому что горы в горах. Типа еще постоит до конца января. В Сочи, в Адлере уже все елки убрали. Ну а тут да, еще стоит. Еще стоит елочка. Дождя нету, хорошо, то передавали дождь. Видно, пронесло с дождем. Так, ну что, будем прощаться. У нас сегодня такая прогулка получилась, наверное, на часа два. Будем прощаться. Вот тут с этого поснимали уже все украшения. Так, ну что, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной. А, поставили сноуборд и лыжи. Музыка, что-то ВК поставили.